Здравствуйте, дорогие уважаемые телезрители, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач занятий уроков, посвященных трезвому и здоровому образу жизни по методу выдающегося советского ученого Геннадия Шичко. Сегодняшнее занятие буду проводить я. Меня зовут Жигусов Юрий Иннокентьевич. Я кандидат социологических наук, активист трезвеннического движения. В течение более 20 лет я провожу социологические исследования деструктивных социальных процессов в обществе, которые объективно снижают качество жизни человека. Одной из важных сфер моего научного интереса как социолога является процесс алкоголизации населения. Этот процесс разрушает жизнь человека, ухудшает его здоровье, не дает воплотить в жизнь его планы, проявить талант и в конце концов сокращает его жизнь, умножает его страдания. Надеюсь, что полученная вами от меня информация будет для вас интересной и полезной. Мы сегодня на нашем занятии рассмотрим разрушительное влияние потребления любого алкоголя, независимо от того, легкий или крепкий, на благополучие человека, семьи и общества. Мы узнаем о том, как алкоголь разрушает не только физическое здоровье человека, но и его способности создавать нормальную семью, прожить полную, интересную, счастливую жизнь. А также, как трезвость дает возможность людям устанавливать качественные человеческие взаимоотношения, воспитывать здоровых, благополучных и успешных в жизни детей. Сегодня в нашей передаче, рассуждая о теме нашего разговора, а тема у нас будет об алкогольных проблемах семьи и общества, как профессиональный социолог-ученый, я дам ответы на следующие волнующие многих людей вопросы. Первое. Почему у нас в республике высок уровень безбрачия? Второй вопрос. Как алкоголизация населения привела к так называемому гендерному дисбалансу? Третий. Каков вклад алкоголя в причинах семейных разводов? Четвертое. С какими проблемами сталкиваются дети из неблагополучных алкогольных семей уже во взрослой жизни? Пятое. Кто такие социальные сироты? Какова судьба выпускников детских домов? Шестое. И самое главное, шестой пункт, это как сохранить семью и защитить своих детей от алкогольной угрозы. Давайте рассмотрим первый вопрос о высоком уровне безбрачия нашей республики. Что такое безбрачие? Безбрачие – это не вступление в брак, находясь в брачном возрасте, или вообще за всю жизнь не выходить, не создавать семью. В нашей республике процентная доля населения в возрасте от 25 до 44 лет никогда не состояла в супружеском союзе. Среди мужчин составляет 35%, а среди женщин до 23%. Такое явление особенно распространено среди коренных жителей Якутии, Саха и коренных малочисленных народов Севера. Из них примерно 11% мужчин и 15% женщин остаются всю жизнь одинокими, никогда не создают семьи. А это одно из худших ситуаций, что может произойти с человеком. В плане демографии распространенность безбрачия – один из основных параметров брачности, сильно влияющих на рождаемость. А возникает вопрос, а как алкоголизация влияет на уровень безбрачия? На первый взгляд, это не связанные между собой явления. Наоборот, распространено мнение, что алкоголь способствует близкому знакомству будущих супругов, соответственно, созданию семьи. Это мнение имеет право на жизнь, но есть обратная сторона. Глубинный анализ выявляет большую роль алкоголя в безбрачии. Социологи и демографы выделяют две основные причины безбрачия. Первая причина – это плохое состояние здоровья, наличие физических или психических аномалий. Вторая причина – результат плохой ситуации на брачном рынке. Влияние алкоголя на первую причину очевидно.
Ведь плохое здоровье может быть результатом пьянства родителей, врожденных аномалий, либо очень часто сам молодой человек испортил свое здоровье вследствие потребления алкоголя, посадил внутренние органы или стал жертвой несчастного случая, получил инвалидность. Очень сильно влияние безбрачия на наличие психической травмы, полученной в детстве в результате насилия. Пережившая насилие от пьяного отчима девочка, повзрослев, очень часто не может выйти замуж. Хотя она может очень многим нравиться, получать от них предложения. И полученное действие травмы препятствует созданию нормальной семьи. Что касается второй причины безбрачия, плохая ситуация на брачном рынке, то здесь также алкоголь очень сильно влияет. Нужно признать, что ситуация на брачном рынке Якутии критически плоха. У нас очень много одиноких женщин, желающих создать крепкую, счастливую семью. Могу сказать, что такая спорная идеология, деструктивная идеология child-free у нас среди женщин не популярна. В результате 60-летней алкоголизации у нас сложился дефицит крепких, здоровых в физическом и моральном отношении мужчин. Если девушка не вышла замуж до 30 лет, нехватка мужчин ощущается особо сильно. Женщины, молодые женщины, девушки часто говорят: хочу замуж, хочу детей, но не с кем. Не осталось адекватных, нормальных мужчин, либо больные, либо алкоголики, либо сидевшие, либо маменькины и сыночки. Потребление алкоголя у мужчин несравненно выше, чем у женщин, и это ухудшает мужской человеческий потенциал. Огромное количество мужчин становится зависимыми от алкоголя, совершает преступления, попадает в места лишения свободы, теряет здоровье и рано умирают. А среди женщин мало желающих заводить семью с пьющими и психически неустойчивыми мужчинами. Отдельная история так называемыми маменькими сыночками, выросшими без нормального мужского воспитания. Почему без отца выросли? Ответ здесь простой, потому что отец пил и бил, и матери пришлось разводиться. Это лучше, чем жить в атмосфере постоянного насилия. На брачный рынок сильно влияет смертность мужчин трудоспособного возраста. Трудоспособный возраст считается в демографии от 16 до 59 лет. 70-80% мужчин трудоспособного возраста погибают вследствие потребления алкоголя. Это болезни, преступность, суициды, несчастные случаи. До недавнего времени, в 2010-2011 году, в Якутии 60% умерших мужчин были как раз в трудоспособном возрасте. В том самом возрасте, где мужчина активно создает семьи, трудится, приносит пользу обществу. Но и сейчас у нас 1/3 мужчин погибает в трудоспособном возрасте. Все равно, несмотря на снижение смертности мужчин трудоспособного возраста, она все еще очень высока. Если посмотреть статистику, с 2010 по 2022 год в нашей республике погибло более 33 тысяч мужчин трудоспособного возраста. Это за 12 лет. Это огромные потери. Это несозданные семьи, нерожденные дети и много оставшихся одиноких женщин. Это, по нашему мнению, и есть так называемый гендерный дисбаланс. Когда количество и качество мужчин не соответствует количеству и качеству женщин. Вследствие алкогольной деградации мужской части населения мужчины уступили ведущие позиции в обществе. Очень часто наш мужчина социально пассивен, не ходит на выборы, не участвует в общественных делах, не стремится к саморазвитию. Его интересует только пассивный и примитивный досуг.
А это последствия многолетнего спаивания народа, где очень сильно пострадал средний якутский мужчина. Женщины же, напротив, несравненно меньше подвержены алкоголю и, как следствие, более сильны и активны, более энергичны и успешны. Иногда говорят, что Якутия – это край победившего феминизма. Но я не согласен с этим утверждением. У нас не феминизм, а у нас мудрый якутский матриархат. Благодаря нашим женщинам наш народ, несмотря на трудности, все еще жизнеспособен. Ведь именно женщины Якутии продвигали трезвый и здоровый образ жизни, создавали трезвые села, способствовали принятию эффективных законодательных ограничений продажи алкоголя, боролись за целостность семьи. Они же создавали движение отцов, стимулировали социальную активность мужчин. Наши мудрые женщины понимают, что не должно быть гендерного дисбаланса, и кроме активных, деятельных женщин нужны и сильные, и умные мужчины, без которых невозможно благополучие семьи и здоровое общество. Так, мы немножко отвлеклись. Так, перейдем к обсуждению проблемы разводов. Да, это форма социальной деструкции, разрушающей самый важный социальный институт – семью, основу общества. По данным статистики, в России распадается 70% заключенных браков. Это очень плохая цифра, это очень много. Это означает, что из 10 заключенных браков более половины, 7, распадается, и только 3 остается в целости. Также возникает вопрос, разве алкоголь играет главную роль в распаде семьи? Ведь исследования говорят, что основная причина – это материальные трудности, отсутствие денег, отсутствие жилья. Да, конечно, это кажется, что на первый взгляд это так, но подробный глубинный анализ причин все-таки находит значительный алкогольный след в этой причине. Посмотрим результаты социологического исследования, проведенного в ЦИОМ в этом году. Так, выделим 3 самых значимых причин развода. В первую очередь это финансовые трудности, 46% респондентов так ответили, деструктивное поведение партнера 31% и утрата семейных ценностей. Итак, финансовые трудности семьи как основная причина разводов. Где здесь влияние алкоголя? Да, самая такая прямая. Часто потребление алкоголя приводит к безденежью. Пьяный человек не контролирует расходы. Например, человек, решивший обмыть с друзьями зарплату с друзьями, может спустить все заработанное за один вечер и с пустыми карманами прийти домой. Как к этому отнесется жена? Конечно же, не будет к этому хорошо относиться и одобрять это. А если в состоянии алкогольного опьянения муж сядет на новый купленный кредит новый автомобиль, машины уже нет, а кредит все равно придется платить, будет ли это способствовать крепкому союзу? Конечно, нет. В состоянии опьянения люди часто совершают правонарушения, преступления, а услуги адвоката, как вы все знаете, очень дорого стоят и обходятся, конечно, в копеечку. В общем, одна пьянка может привести к обвальным финансовым расходам, которые часто приводят к разладу семьи и, как правило, к разводам. Часто алкогольная зависимость соседствует с игроманией, лудоманией, с игровой зависимостью, а это однозначно приводит к тяжелому материальному положению семьи. Игроман все свои деньги тратит на азартные игры, может проиграть все семейное имущество, и семья может уйти в тяжелые долги. И даже, казалось бы, относительно безобидная вредная привычка, как курение, приводит к ощутимым финансовым тратам. Если возьмем среднюю цену пачки сигарет в нашей стране, а это составляет 220 рублей. Не слишком дешево, не слишком дорого, на первый взгляд.
Допустим, человек покупает такую пачку, одну пачку сигарет в день, выкуривает одну пачку сигарет в день. В месяц он будет таким образом тратить 6600 рублей. А это получается почти как полноценная квартплата за однокомнатную квартиру. Таким образом, за год курильщик тратит почти 80 тысяч рублей. За 5 лет на покупку сигарет будет уходить 400 тысяч рублей. Ну, такие большие деньги будут уходить в дым. А если представим в семье несколько курильщиков, то траты на это вырастает вдвое, не втрое. Второй пункт. Деструктивное поведение партнера однозначно в 100% связан с потреблением алкоголя и других наркотических веществ. В эту категорию причин в первую очередь входят супружеские измены. Между тем, большинство супружеских измен происходит спонтанно, под действием алкогольного опьянения. Проще говоря, большинство неверных мужей и жен не имеют постоянных любовников или любовниц. К примеру, муж или жена идут на так называемый праздничный корпоратив, где, как правило, массово употребляют алкоголь. И изначально никто из будущих изменщиков не планирует внебрачную связь. Но эта измена, незапланированная связь, происходит в состоянии алкогольного опьянения. После этого, как правило, происходит разглашение этого неприятного факта, и в результате мы получаем семейный развод. Очень много семей распадается из-за таких случайных измен. Конечно, есть семьи, где как бы прощают измену, и до поры до времени супруги не идут на развод. Да. Но само наличие факта измены в истории брака всегда будет отражаться на взаимоотношения супругов, которые уже не будут теплыми и искренними, как это было прежде. А в последнее время часто говорят о семейном насилии. Это, как правило, происходит в нетрезвом состоянии. Пьянство – это первая причина семейного неблагополучия, частных ссор, рукоприкладства. Если оба супруга выпивают вместе, то риск стать жертвой преступления, независимо от того, мужчина или женщина, многократно повышается. Самые жестокие эпизоды семейного насилия часто попадают на страницы средств массовой информации. Например, муж в состоянии алкогольного опьянения избивает жену или детей, жена, защищая себя и детей, наносит телесные повреждения разбушевавшемуся мужу. Подобные случаи семейного насилия в криминальной хронике попадаются очень часто. Так. И третий пункт причин семейных разводов – это утрата семейных ценностей. А здесь также влияние алкоголя огромно. Пьющий муж или жена теряет уважение и авторитет на глазах партнера и детей. Алкоголь и семейные ценности совершенно несовместимы. Не только сформированная алкогольная зависимость, но эпизодические алкогольные эксцессы приводят к утрате семейных ценностей. Употребление алкоголя в семье, пьяные скандалы, причина отсутствия доверия, внимания, приводит к охлаждению и исчезновению чувств друг к другу. Особенно при этом страдает ребенок из пьющей семьи. Он стыдится своих родителей, завидует более таким успешным семьям, где все хорошо. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы уходим на краткую рекламную паузу.
Дорогие радиослушатели, дорогие телезрители, мы продолжаем нашу лекцию о вреде алкоголя, о том, как алкоголизация, потребление алкоголя влияет на семью, на супругов, на детей. Давайте вот продолжим. Тема разводов семейных. Самое главное то, что при семейных разводах особенно страдают дети. Для детей развод родителей, когда кто-то один из родителей уходит, это детьми воспринимается как обрушение всего мира. Да. Кажется, что рушится весь мир. Так вот воспоминают дети, когда происходил развод их родителей. Вот эта травма развода родителей для детей, для человека остается практически на всю жизнь. Дети из разведенных семей попадают в так называемую группу риска, особенно когда разведенная мать находит нового мужа, рожает от него ребенка, то ребенок от прежнего брака очень часто остается без внимания. Он себя чувствует ненужным, заброшенным и очень психологически страдает от этого. В этот момент этот ребенок, особенно если это мальчик, может совершать противоправные поступки из протеста, из чувства протеста употреблять алкоголь, наркотики, предпринимать попытки суицида. Чтобы такого не произошло, школьные психологи должны выявлять таких детей из группы риска. Если обрисовать средний портрет, это мальчик-подросток, мать которого развелась с его отцом и вышла замуж за другого мужчину, родила от него ребенка и не уделяет достаточного внимания своему старшему сыну. Другая ситуация, когда разведенная мать девочки выходит повторно замуж за мужчины с выраженной алкогольной деградацией личности. Здесь присутствует риск сексуального насилия со стороны пьющего отчима. Криминальная статистика показывает, что посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних в 75 случаях происходит в состоянии алкогольного опьянения. Вообще, положение детей из неблагополучных пьющих семей заслуживает отдельного разговора. Потребление алкоголя, особенно во время беременности, способствует рождению детей теми или иными отклонениями. Часто в таких семьях, пьющих семьях, рождаются дети так называемым фетальным алкогольным синдромом. Фетальный алкогольный синдром, специалисты, знающие люди, они с первого взгляда могут определить, есть ли у ребенка фетальный алкогольный синдром. Вообще ребенок с фетальным алкогольным синдромом имеет ослабленное здоровье, отстает в развитии. Этот синдром, он необратимый, и можно лишь только помочь такому ребенку какой-либо реабилитации. Также психологами выявлен и описан так называемый другой синдром, психологический, ВДА, синдром взрослых детей-алкоголиков. Люди, зависимые от алкоголя, оказывают неблагоприятное воздействие на тех, кто окружает их в жизни. В алкогольных семьях этим окружением являются дети. Они напрямую подвергаются влиянию поведения алкоголика и не способны без посторонней помощи противостоять болезни своих родителей. Поэтому оказываются в ловушке и сами получают эмоциональную травму, которая во взрослой жизни проявляется как синдром взрослых детей-алкоголиков. Тысячи людей страдают этим синдромом, при этом большинство из них даже не подозревает об этом.
Проживая в семье зависимых от алкоголя родителей, у ребенка формируются деструктивные личностные схемы, которые затрудняют контакт с реальностью, искажают восприятие мира и самого себя. Когда родители потребляют алкоголь, они вынуждены в раннем возрасте становиться взрослыми. Им приходится подавлять в себе ребенка. В их жизни не было беззаботности, игр, ласки, любви и заботы. Из-за отсутствия полноценного детства человек не способен сформироваться как взрослая личность. И поэтому во взрослом возрасте человек не понимает, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Отсутствует способность приспосабливаться к жизненным ситуациям, поскольку не было здорового наглядного примера поведения. Ребенок не имел поддержки и ориентира, из-за чего становится замкнутым и часто врет, так как это помогало выживать в накаленной обстановке семейного алкоголизма. У взрослых людей, выросших в семье алкоголиков, возникают сложности с выстраиванием взаимоотношений. Они испытывают страх перед близостью, присутствует недоверие. Трудно верить людям, когда родные часто обманывали и продолжали злоупотреблять алкоголем, несмотря на негативные последствия. Партнерам взрослых детей алкоголиков приходится постоянно доказывать свою любовь и преданность. При этом даже небольшие изменения в планах второй половины могут вызвать неадекватную реакцию. Человек начинает ревновать, чрезмерно контролировать, либо, напротив, начинает отдаляться. Взрослые дети из алкоголезависимых семей пытаются найти подтверждение своей значимости и одобрение от окружающих. Отмечается предрасположенность к развитию разных видов зависимостей. Другой отличительной чертой является отсутствие способности испытывать, оценивать и описывать свои чувства и эмоции. Наблюдается вспыльчивость, замкнутость и пребывание в постоянном стрессе и депрессии. Люди, которые росли в зависимости от алкоголя родителями, имеют черно-белое мышление. Человек психологически застревает в прошлом, что ухудшает контакт с настоящим. Текущая жизнь интерпретируется детскими болезненными переживаниями. Данные искажения иногда остаются нераспознанными. Еще одной общей чертой для взрослых детей алкоголиков является низкая самооценка. И это логично, потому что для формирования здоровой самооценки необходимы условия, которые позволяют человеку ценить себя и осознавать свою значимость. В частности, родительская теплота, четкие границы, уважительное обращение. В алкогольных семьях эти условия отсутствуют или присутствуют в них непостоянно. Поведение родителя, который пьет, находится под влиянием химических веществ. Поведение второго родителя определяется реакцией на алкоголика. По итогу в семье остается мало эмоциональной энергии для того, чтобы последовательно удовлетворять все потребности детей. Так дети становятся жертвами семейного заболевания. Таким образом, детские травмы, полученные в неблагополучной алкогольной семье, будут преследовать человека всю жизнь, мешая ему развиваться, жить полноценной жизнью. И здесь специальные психологи могут работать этой проблемой, преодолевать вот этот синдром взрослых детей алкоголиков. Другой острой социальной проблемой, деструктивными последствиями алкоголизации является социальное сиротство. Кто такой социальный сирота? Социальный сирота – это ребенок, оставшийся без попечения при живых родителях. То есть родители как бы существуют, но не могут по определенным причинам содержать, ухаживать, воспитывать своего родного ребенка. В таких случаях ребенок находится в социально опасной ситуации, как правило, изымается из семьи и помещается в детский дом. А детский дом не самое, как вы знаете, лучшее место для развития ребенка. Социальные сироты составляют
80% от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей. В свою очередь, 80% социальных сирот – дети родителей, имеющих проблемы с алкоголем либо с наркотиками. А у нас в стране во время постсоветской России резко выросло количество сирот. Например, в 2005 году в нашей стране численность детей-сирот достигла 133 тысяч детей. А в данном времени идет снижение количества детей-сирот, но все равно остается высоким. В 2023 году статистика выявила почти 42 тысячи детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Надо подчеркнуть, что в детских домах дети не имеют возможности получать навыки самостоятельной жизни. Некоторые даже элементарно не знают, как вскипятить чайник. Детдомовцы не имеют навыков ведения домашнего хозяйства, зарабатывать, планировать расходы и другие важные для жизни знания и умения. По данным Генпрокуратуры Российской Федерации, 40% выпускников сиротских учреждений становятся алкоголиками или наркоманами. Это почти половина, 40%. Еще 40% совершают преступления и попадают в места лишения свободы. Часть ребят сами становятся жертвами криминала. Обычно лакомый кусочек, таких дети-сироты получают бесплатное жилье, квартиру, и часто они становятся жертвами черных риэлторов. 10% выпускников детских домов кончают жизнь самоубийством, и лишь 10% выпускников детдомов им удается как-то обустроить свою жизнь. То есть жить нормальной жизнью, заводить семью, детей, быть полноценным членом общества. И поэтому сейчас со стороны государства ведется работа по размещению сирот в приемные семьи, где они получают больше шансов адаптироваться вне детского дома, быть успешным, более успешным во взрослой жизни. С точки зрения одного из направлений социологической науки, социальной деструктологии, алкоголизация – это управляемый деструктивный социальный процесс, характеризующийся вовлечением большого количества людей в потребление алкоголя с соответствующими негативными социальными последствиями. Из лекции мы все это поняли, что алкоголь в первую очередь разрушает самый важный социальный институт, основу общества. Это семью. То, что самое дорогое для большинства людей. Я часто провожу социологические опросы по проблемам алкоголизации населения. Мои социологические анкеты заполняют и в них выражают свое мнение тысячи жителей из наших улусов, районов, городов и сел Якутии. В одном из исследований я задал следующий вопрос. Затрагивали ли вашу семью и близких проблемы или бедствия, связанные с потреблением алкоголя? Опрос выявил, что 73% жителей так или иначе сталкивались в своем ближайшем окружении с негативными последствиями потребления алкоголя. 52% респондентов указали на то, что у них есть близкий человек, потерявший здоровье в результате потребления алкоголя. 49% ответили, что у них есть близкий человек, который доставляет серьезные проблемы в семье по причине своей зависимости. 48% есть разведенный из-за пьянства одного из супругов. 43% респондентов указали на наличие человека, потерявшего свою работу по причине пьянства.
39% ответили, что есть погибший от последствий потребления алкоголя. Это может быть криминал, отравление, болезни, несчастные случаи. И 13% указали на то, что среди близкого окружения у них есть человек, который попал в места лишения свободы в результате пьяного преступления. Вот эти результаты. Прослушав эти результаты, вы можете представить масштаб алкогольной проблемы в нашей республике. Еще важный пункт. Алкоголь вообще выхолащивает родительский инстинкт. Один из основных инстинктов живых существ, обеспечивающих выживание и развитие потомства. Пьющие родители перестают заботиться о детях. Они растут без должного ухода, заботы и воспитания. Достаточно вспомнить реальные, совершенно такие дикие, возмутительные случаи из жизни, случаи, которые происходили в нашей республике. Несколько лет назад в одном из вузов разведенная молодая женщина в зимнее время, в жуткие морозы, оставила маленьких детей без присмотра и пошла выпивать с подругами. Детей было 2. 3-летние и годовалые малыши, они остались одни, и ребенок в поисках матери вышел на улицу, распахнув дверь, и, не обнаружив свою мать, вернулся обратно, и в силу своего малолетства не мог закрыть за собой дверь, и в результате холода младший ребенок погиб, и другой ребенок очень сильно пострадал. Другой случай — это когда недавно происходивший случай, полная семья, пьющая семья, имела 2 детей, они заболели, а пьющие родители, они ушли в запой, не обращали внимания на болезнь своих детей, и в результате недосмотра дети погибли от болезни. Мы видим, какие идут примеры, негативные примеры. Возникает вопрос, как нам защитить свою семью, своих детей от алкогольной проблемы, от угрозы алкоголя. Ответ достаточно прост. Это соблюдать абсолютную трезвость в своей жизни, полный отказ от алкоголя, праздники трезвые, и вообще полная трезвость. До свидания. Благодарю вас за внимание. До скорой встречи.